Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. «31 год со дня основания Абхазской армии. Торжественное собрание в Министерстве обороны Абхазии. Абхазия активно изучает опыт союзного государства России и Беларуси. Глава МИД республики Инал Ардзинба в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Продолжение диалога о роли интеллигенции. Битый час с Садгуром Дзидзарием. «31 год с момента своего основания отметило Министерство обороны Абхазии. 11 октября 1992 года в разгар Отечественной войны народа Абхазии формировалась армия. Уже 31 год ее военнослужащие выполняют задачи по обороне независимой республики. Торжественное собрание началось с выступления руководства ведомства, ветеранов и родоначальников Новой Абхазии. Подробности в репортаже Марианны Котовой. 31 год назад, в разгар войны, силы сопротивления грузинскому вторжению было решено преобразовать в настоящую армию. 11 октября 1992 года был подписан указ о формировании вооруженных сил Республики Абхазия. С тех пор абхазская армия динамично развивалась и крепла. Министр обороны Владимир Ануа отметил всех руководителей, под началом которых проходили важнейшие этапы ее формирования. Абхазская армия прошла историческим маршем сложный путь становления. В разные периоды времени во главе военного ведомства стояли видные государственные деятели, прославленные командиры и военачальники. Владимир Аршба, Султан Сосланиев, Владимир Канба, Рауль Хаджинба, Вячеслав Вешба, Мираб Кишмари. Каждый из них внес свою лепту в укрепление обороноспособности страны. Как рассказал Сергей Шамба, один из руководителей национально-освободительного движения, формирование абхазских вооруженных сил началось еще до начала боевых действий. После кровавых событий 1989 года, которые произошли здесь у нас в столице Абхазии, в Сухуме, началось противостояние грузинского и абхазского населения. И в это время грузинские неправительственные организации, экстремистские, начали вооружаться. В связи с этим бывший министр внутренних дел Абхазии Гиви Ломинадзе, уже будучи беженцем в Грузии, в своем интервью сказал: абхазцы ко мне обращались с требованием, чтобы я принял меры против того, что грузинское население вооружается. Но я не сделал ничего, о чем сейчас жалею, потому что когда я не сделал, абхазцы начали сами вооружаться и сделали это лучше, чем грузины. Мы создали тогда глубоко законспирированную организацию, в которую входили по одному человеку от каждого района. Мы собирались в лесу, мы создали план сопротивления, но нам повезло, на определенном периоде пришел ко мне Дбар Сергей Платонович, который пришел и предложил свои услуги как профессиональный офицер. Пришел Владимир Аршба. Как рассказывает Сергей Шамба, чтобы вооружить будущую абхазскую армию, приходилось проявлять смекалку. Когда мы поняли, что не на кого рассчитывать, мы, я имею в виду политическое руководство нашего общества в лице Айтглара, я тогда возглавлял эту организацию, наши представители в России, особенно в районе Ленинграда тогда, собирали оружие времен Второй мировой войны, пересылали сюда. Мы завозили бронетехнику в Абхазию даже, которая в то время снимали с него вооружение и продавали как бы для сельхозназначения. Вот так начали путь создания нашей будущей армии. Но, как говорит генерал, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Закан Нанба, воины нынче совсем другие, даже молодые офицеры, получившие высшее военное образование, могут столкнуться с необходимостью осваивать новые военные технологии прямо в поле. Сегодня, наверное, самая сложная международная политическая обстановка
которую мы знали за современную историю. Сегодня одно, завтра другое, как ландшафт политической обстановки меняется, как в пустыне, в песках пустыни. То, что сегодня здесь в зале и в составе Министерства обороны находятся многие офицеры, которые получили самое высокое образование в российских учебных заведениях, это радует. Но то, что эти люди готовились, их учили по лекалам прошлых войн, вот это вызывает тревогу. Почему? Потому что сегодня тактика и стратегия ведения войны, ведения войн, как мы видим, меняется как вот эти вот айфоны, да, сегодня один, завтра уже 15-й номер выходит. Завершилась торжественная часть выступления вице-президента Бадры Гунба. Ижижвейза шуксарапха, шапхигула застарака, яхаги, хомпада актуал ралу. Ой, хунткара ахчара, хапсадги лахчара, хажла рейкурхара. Ихари залакна ирацоп, ой, тавады, айбышра дузхазга за ветеранца, шарейшиму апыша адырра, рхоярхона, сгуянаглот, и шицагло аджар, апыша рзан шижепха. Хчапхигуло азарако дары водою. Хенткаракшу мукшу имя писо процесско, а хенткаравко, а шишкуси иртагдзына, а торых дузмо уртарчапхиги дара шарта дуко угло. Еха хара яхаму алшара хоярхона, а хенткара яхабыра, ари аз хуцразона, хомпада, апхегылара, артоид, арбджирымчка, раргора зцара. Табуб хашас херстохоб, шарина жгдзо аусызы, ижзегис шойт аман шолара, аукчара дука, шарашыман шолари, шокчари, хомпада, хажларге, хенткарарзге, кчара ду. А затем министр обороны наградил медалями 30 лет Победы нынешних и бывших военнослужащих чиновников и тех, кого посчитал достойными этой награды. Среди награжденных оказалось чрезвычайно мало женщин. А ведь женщины бок о бок с мужчинами исполняют боевой долг, ничуть не отставая в ответственности. Кто-то говорит, что профессия военная, она не для женщин, но на самом деле в некоторых случаях и аспектах женщина проявляет больше мужества, усердия и трудолюбия. А в окружении людей, мужчин, которые поддерживают во всем, то очень даже комфортно. Хочу пожелать в честь празднования нашего профессионального праздника всем, конечно же, в первую очередь здоровья, сил, терпения и обязательно мирного неба над головой, чтобы все, что делается в настоящее время, все оставалось, как мы всегда говорим, на бумагах. 31 год молодой абхазской армии. И первое, и самое главное, чего желают друг другу бойцы Вооруженных сил республики – это мир. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ. Глава МИД Абхазии Налардзинба встретился с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе разговора подчеркнулось, что абхазская сторона изучает опыт реализации союзных программ на новом этапе экономической интеграции России и Беларуси. Ардзинба также проинформировал Мезенцева о готовящейся поездке в Минск делегации из Абхазии для обсуждения широкого круга вопросов сотрудничества Абхазии и Беларуси. Мы поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств, заявил министр иностранных дел Абхазии Налардзинба в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Ардзинба добавил, что Абхазия активно изучает опыт союзного государства России и Беларуси. Участие в объединении, все члены которого уважают самобытность и культуру друг друга, полностью соответствует коренным интересам абхазского народа, уверен министр. Мы очень активно изучаем опыт союзного строительства. Действует 28 союзных программ.
начиная от таможенного регулирования, заканчивая налогообложением. Это разработка единых стандартов, которые работают и будут работать между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия. Работает оборонная доктрина союзного государства. Для нас это тоже крайне важный опыт, и мы будем его изучать. По итогам переговоров Аслан Георгиевич заявил о том, что Республика Абхазия готова к участию в союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь. Почему он это сказал? Потому что это полностью соответствует коренным интересам нашего народа. Для нас это крайне важно. Мы полностью поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств. Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код. Поэтому мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с Республикой Беларусь. Полное выступление министра иностранных дел Абхазии Нала Арденба в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Делегация Народного собрания парламента республики прибыла в город Астрахань, где с 11 по 13 октября будет проходить 39-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Делегацию возглавляет спикер Народного собрания парламента республики Лаша Ашуба. Заседание Абхазо-российской рабочей группы по правоохранительному сотрудничеству таможенных органов состоялось в Сухуми. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба, российскую заместитель руководителя ФТС России Олег Губайдулин. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, такие как взаимодействие правоохранительных подразделений таможенных служб в сфере противодействия незаконному перемещению через таможенную границу табачной продукции, противодействие контрабанде наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, реализация мер по пресечению таможенных правонарушений при перемещении оборудования для извлечения криптовалют. За 9 месяцев выявлено более 600 нарушителей пограничного режима в соответствии со статьями «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне», «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия», «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия». Задержанные граждане привлечены к административной ответственности. Возбуждено 12 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 324 УК Республики Абхазия «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия». Уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере возбуждено 7 октября в отношении начальника госинспекции по карантину растений Аркадия Чичиковича Джинджи и главного бухгалтера инспекции Кана Эдиковича Кварча. Генпрокуратура сообщает, что Кварча и Джинджи заключили с предпринимателем Георгием Абхазава договор о поставке оборудования стоимостью 6 500 000 рублей. При этом они знали, что необходимости в покупке оборудования нет, а его стоимость превышена вдвое. Деньги были обналичены Абхазава. 5 900 000 рублей он передал Джинджи Кварче. Также Аркадий Джинджи и Кан Кварче подозреваются в 3 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и хищения имущества инспекции путем растраты. Генпрокурор Абхазии Атгур Аграба направил в парламент республики проект с законодательными инициативами. Документ предполагает поправки к статьям Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, не отвечающих требованиям современности. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, также Аграба предложил изменения в редакции статьи о клевете и временный запрет на применение судами домашнего ареста и залога в виде меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в преступлениях особо тяжкой категории. Незаконные приобретения, хранение, перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотических средств меняется жителю села Баслата Сухумского района. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии.
В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району и отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО ГТК Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСО была остановлена автомашина ГАЗ-3302 за госномером К-114НН под управлением Джанаян Руслана Рудиковича, 1983 года рождения, жителя села Баслата. В ходе осмотра данного автотранспортного средства в салоне под пассажирским сиденьем сотрудниками милиции обнаружено и изъято 2 медицинских шприца с жидкостью, как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел с наркотическим веществом метадон. Также обнаружен сверток с наркотическим веществом метадон и денежная купюра номиналом 10 рублей с наркотическим средством гашиш. 10-рублевая купюра, развернув которую мы наблюдаем вещество коричневого цвета. Гражданин Джанаян, скажите, пожалуйста, что находится, что это за вещество? Гашиш. Где вы его приобрели? В Адлере. Руслану Джанаян вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223, частью 1 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследование которого проводит Следственный отдел райотдела. Джанаян Руслан решением суда Гагрского района заключен под стражу. В рамках подготовки ко второму Абхазскому медицинскому форуму министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с директором Российского научного центра хирургии имени академика Петровского академиком РАН Константином Котенко. Будба и Котенко обсудили планы двустороннего сотрудничества. Стороны обговорили возможность оказания жителям Республики Абхазия медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Второй Абхазский медицинский форум Минздрав Республики Абхазия планирует провести в 2024 году. Министр культуры Абхазии Даур Ковы торжественно вручил орден Ахтзапша третьей степени директору Национальной библиотеки имени Ивана Попаскир Борису Чалария, который он получил за вклад в становление и развитие библиотечного дела в Республике Абхазия. Даур Ковы поздравил директора Национальной библиотеки с 75-летием, пожелав юбиляру крепкого здоровья. Борис Чалария поблагодарил министра и всех присутствующих, рассказал о планах работы Национальной библиотеки страны. Указ о награждении Чалария Бориса Шариковича орденом Ахтзапша третьей степени за вклад в становление и развитие библиотечного дела в Республике Абхазия, наградить орденом Ахтзапша третьей степени Чалария Бориса Шариковича, директора Национальной библиотеки имени Попаскир, президент Аслан Джани. Борис Шарикович, еще до снохала, здесь же встахов, а в обзера рабхе нардолана, а в амш аманшала. До снохала. Коллективы саре библиотека УС это шакургулара джаба ябас ахшера хефтас. Яха البيئة تيدحلو ستاندرد كينرا برشانو ببيبليوتيكا شيتشكاو أوسكي شحال شالا ياويد وجه حزياتي كان رتشالا دقة جتسكا فوند أبصخر حلقيت حويز كاليكا سورست بدا سنجاين خويقو ببيبليوتيكا كوزيكي رخخير جيت фонд акура за нерба, яра универсалто фонду и взяпаха, еще в казаке акура тут за храмов назки и майцы, вижу бешепсер такна, а что тут автор тут что-то таких амазон рахахир иргейт и ухай ухаравит Российская библиотечная ассоциация РБА. Я бас хатала той журнал библиотека узят алором на языке. Рахахир гета библиотека а фонд ацаразован. Я хаухет бежба организация Корканпе. Я ха языке пшиш экземпляр участка
обработка зоны, шахтоевший стандарт, шахтоев аргалашит. В Абхазском государственном университете прошла встреча, посвященная 95-летию известного ученого-историка, педагога, журналиста, публициста и переводчика, кандидата филологических наук, доктора исторических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы, заслуженного работника Высшей школы Республики Алексея Лумановича Папаскир. Открывая встречу, ректор АГУ, академик Олег Угварами подчеркнул большой вклад Алексея Папаскир в развитие абхазоведческой историографии. Он отметил, что Алексей Папаскир является одним из тех, кто многие годы трудится в Национальном университете, совмещая преподавательскую деятельность с научной. Выступавшие на мероприятии отметили, что Алексей Папаскир, как педагог, работая с молодым поколением филологов и историков, всегда своим примером добросовестного отношения к труду заражал своих учеников. Алексей Луманович более 50 лет работает у нас в Абхазском университете. И он прошел все должностные ступени, от преподавателя до профессора кафедры. Он защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию. И все годы работы в университете, куда он пришел уже в зрелом возрасте на работу, он занимался актуальнейшими проблемами абхазского литературоведения и абхазского историоведения. Диапазон его научных интересов чрезвычайно широк. Им написано более 100 научных работ, несколько монографий и методические пособия для студентов. Пособия эти очень были актуальными, особенно в то время, когда мы студентов начали обучать написанию дипломных работ, различных рефератов, различных отзывов. Вот это пособие нам сослужило добрую службу. Он внес и внушительный вклад в абхазское историоведение. И мы знаем, что его труд «Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории Абхазии», изданный в 2005 году, является капитальной монографией, опровергающей сложные измышления грузинских историков о происхождении и развитии абхазского этноса на Кавказе. Подробный репортаж с мероприятия в материале Алхаса Чхамали смотрите в нашем воскресном эфире. Продолжение диалога о роли культуры и интеллигенции в жизни общества, народа и государства в рамках нового сезона «Битого часа» продолжили ведущий проекта Ибрагим Чкаду, известный абхазский художник от города Дзария. Здесь опять, кто вот на сегодня, кто образец такой? Ну вот есть же всегда в обществе люди, на которых как-то равняются. И сегодня кто? Сегодня это вот такой обыватель, такой совершенно вот весь настроенный на материальные блага. Приближенный к ресурсам. Да. И общенациональному ресурсу причем. Уже дети в школе могут, я буду там, и он тебя не назовет космонавтом. Он тебя... И пожарником. Да. То есть уже понятно, куда надо. И вот это вот культ благ материальных. За счет ближнего, кстати говоря. Ну, разумеется. А в маленьком обществе это вообще катастрофа в нашем, которая связана горизонтальными, родственными и так далее связями. Ну, во-первых, то, что, например, в цивилизованном вообще кичиться этим, это дурной тон. Там они ездят на самых простейших машинах, люди там первых, не просто состоятельных, там и власть имущих и так далее. Они там принципиально, у них вот там на экологичные какие-то автомобили одинаковые у всех и так далее. То есть это все известно. А тут просто не скрывая никакой. То есть вот этот эскорт, когда едет на каких-то огромных машинах, ребята, а что вы сделали вообще? Вот хорошего. И вот это вот с таким опломбом они несутся, вот пустите нас куда-то. От хороших поступков не надо защищаться, мне кажется. Ну да, во-первых. Во-вторых, и вот они с такой скоростью спешат вот прямо облагодетельствовать. Да? Где оно это все? «Битый час» с Садгуром Дзидзари смотрите в нашем вечернем эфире.
В Абхазии ведущий проекта «Варгонза» Семен Пегов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Васильевны Синявской, которой исполнился 101 год. Немалая дата, особенно для того, кто прошел через жерло той страшной войны. Но Екатерина Васильевна не жалуется на года здоровья и находится в прекрасном расположении духа. Всем привет, это проект «Варгонза», я Семен Пегов. Наше специальное включение из Агудзеры абхазской. Вот видели на баннере прекрасную девушку, ее зовут Екатерина Васильевна Синявская. У нас с ней будет большое подробное интервью, эксклюзивное для ЧВК Пегов, естественно. Ну а сегодня ей исполняется 101 год. Только представьте, от проекта «Варгонза», от всего Донбасса, от Смоленска, от АБЗ-ТВ, в том числе, видите, старый состав. Пойдем поздравим эту прекрасную даму с таким праздником. Реально, 101 год, 101 роза. Я, честно говоря, вот не был лично знаком, немного волнуюсь. Таких прекрасных женщин мне еще не доводилось с днем рождения поздравлять. Здравствуйте. Меня Семен зовут. Я работаю военным корреспондентом на Донбассе. Мы пришли вас поздравить с днем рождения. Спасибо большое. Вот, 101 роза. Ходят слухи, что вам 101 год. Не врут? Здравствуйте. Нет. Можно вашу руку поцеловать? Пожалуйста. Ой, даже так. Спасибо. Вот, это роза. Я боюсь, чуть-чуть подержите, чтобы почувствовать их вес, но они не легкие. Где вы такие купили розы? А какая разница где? Главное, что они до вас добрались. Да, Так, передадим... Вы же племянник или внук? Екатерина Васильевна, мы вас от всей души поздравляем. Спасибо большое. С днем рождения. Низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. За что? За то, что вы есть у нас. За победу. И за победу. За победу вам спасибо. За победу не только мне спасибо. Мы, конечно же, это прекрасно понимаем, но... Нас здесь было в объекте 16 ветеранов Великой Отечественной войны. 6 женщин из них. Никого не осталось, кроме меня одной. Меня, видимо, природа наградила тем, чтобы я долго жила. У вас такая светлая душа, такие светлые глаза, так Да что уж, было за светлая. что награждать. Наш батальон охранял железнодорожные мосты от налетов немецких самолетов. А потом нас направили на японский фронт. Ничего себе, я только что оттуда, я был на Северных Курилах, только прилетел. Покажу вам фотографии. Фотографировал немецкий самолет, ой, не немецкий, прошу прощения, японский. Я был на Шумши, Парамушир, вот эти острова. Вот мы были, знаете где? Тогда это был Волгоград. Недалеко от Волгограда. Ворошилов. Ворошилов. Ворошилов, да. А теперь стоит, там не знаю, сейчас стоит или нет, возвышенность, которая называлась Екатеринов пуп. А под ним находился штаб первой Дальневосточной армии на случай отступления. Но отступления не было, и наш батальон постоял на охране этого Екатеринова пупа. Вот так. Екатерина охраняла Екатеринин пуп. Да. Мы там недолго были. Сегодня мы вас поздравляем с днем рождения. Вам передает привет пламенный весь Донбасс. Я сам из Смоленска, моя прабабушка и бабушка пережили войну, пережили оккупацию 2 года, жили тоже в землянке. Я все эти рассказы хорошо помню. И ваш подвиг, подвиг вашего поколения, ну вот действительно до слез, что называется, сегодня нам становится понятным, когда мы находимся уже на новой войне. Зачастую рубежи одни и те же укрепления, окопы, которые были тогда почти 80 лет назад. С праздником вас, с днем рождения еще раз. Можно руку? Спасибо, ой, не надо.
Давайте общую фотографию. Да, обязательно, обязательно. Спасибо, Екатерина Васильевна. Смотрите потом интервью с Екатериной Васильевной, потому что таких людей, к сожалению, не очень много осталось. И каждое их слово, каждый их рассказ – это огромная ценность для всех нас. Ну что, обязательно посмотрите интервью с Екатериной Васильевной уже на монтаже. Это абсолютно нечто невероятное. Еще раз с праздником таких людей. 101 год, только представьте. Ну а мы мчим к Авдеевке, там наши ребята тоже рвутся вперед. С вами был Семен Пегов, проект Варгонза, Гудиса Руха, Мизан Ломе, Валерия Кураско, как там нашего армянина зовут, Левон Галустян. Специально для вас подписчики Агудзера, Абхазия. На перевале Пыв у памятника советским воинам прошло возложение в честь 80-летия победы в битве за Кавказ. В возложении приняли участие военнослужащие Министерства обороны, священнослужители Абхазской православной церкви, представители Дома Москвы в Сухуми и инициативной группы культурного фонда «Платформа», а также Ассоциация российских соотечественников. Участники возложили к памятнику цветы и почтили минутой молчания всех павших в битве за Кавказ. Организаторами мероприятия выступили Министерство обороны Абхазии, топливная компания «Апснеойл» и культурный фонд «Платформа». Союз журналистов Республики Абхазия, коллектив телекомпании «Абаза ТВ» выражают глубокие соболезнования коллеге, фотожурналисту, режиссеру Ибрагиму Чкаду в связи со смертью отца, ветерана национально-освободительного движения народа Абхазии. Кавалер ордена Агдзябша третьей степени, кавалер ордена Шахтерской славы Мигоны Чаковича Чкадуа. Мигона Чкадуа возглавил первую группу шахтерской забастовки под землей в 1989 году в Ткварчале против произвола грузинских властей. Районные вести. 19 ноября состоятся повторные выборы в Галское районное собрание по округу номер 3. В связи с кончиной действующего депутата Галского районного собрания по округу номер 3, члены Галской избирательной комиссии 9 октября путем голосования единогласно приняли решение о проведении повторных выборов по данному округу. Администрация Галского района приглашает к участию в фестивале ярмарки 13 октября к 91-му дню рождения города Гал. В районном центре состоится фестиваль-ярмарка с участием сельхозпроизводителей Галского района и предпринимателей со всех городов и районов республики. Администрация Галского района приглашает к участию в мероприятии всех желающих фермеров и бизнесменов, продукция которых может украсить День города Гал. О спорте. Волейбольная команда «Апсны» отправилась в столицу Чечни для участия в первом туре высшей лиги «Б» чемпионата России, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Соревнования пройдут с 10 по 15 октября. Абхазской команде предстоит встретиться с командами из Чечни и Дагестана. Вместе с волейболистами в Грозный отправились многочисленные болельщики. Возглавляет делегацию председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 11 октября, в Абхазии ожидается облачно с прояснениями погоды. Ночью и до полудня временами дождь с разной интенсивности, гроза, местами возможен с градом. В горах снег, атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 12-17, температура морской воды плюс 21 градус. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.